Команда проекта «Удмуртия со вкусом» продолжает свое путешествие по Удмуртской республике. Сегодня мы в старинном купеческом городе Сарапуле, особую красоту, силу и энергию которому дает великая река Кама. Считается, что первое упоминание о Сарапуле, как о поселении новгородцев на Каме, зафиксировано в летописи в 1174 году. В XVIII веке здесь появилось дворцовое село Сарапул, а в 1780 году селу был присвоен статус города. В городе проживают представители свыше 60 народов, 82% от числа горожан составляют русские. И, конечно же, в Сарапул мы приехали для того, чтобы попробовать традиционную русскую кухню. Многие женщины мечтают стать генеральшами, а я вот сегодня почувствую себя настоящей купчихой. Сегодня мы готовим вместе с Еленой, шеф-поваром гриль-бара «Порт», и хозяйкой этого замечательного заведения Ниной. Девочки, что мы сегодня готовим? Готовить мы сегодня будем пирог сарапульский с квашеной капустой и рыбой и старинное русское блюдо кундюмы с гречкой и с грибами. Что нам понадобится для приготовления пирога? Да, начнем мы с пирога. Для пирога нам понадобится обычное дрожжевое тесто, квашеная капуста, лук. И два вида рыбы мы берем. Сегодня у нас судак и семга. Ну, собственно, вроде бы как будто все из основных ингредиентов. Как любое блюдо, оно исторически обосновано по большому счету, потому что надо вспомнить, что рыба, которую мы привыкли сочетать с картофелем и рисом, такое более для нас понятное сочетание. Картофель и рис приехали в Россию в 17 веке. Да? А до этого, до картофеля и до риса была репа и капуста. В принципе, поэтому капуста и рыба для россиян вполне логичное сочетание. Ну и по поводу квашеной капусты, мы, господа, сейчас привыкли с вами, да, что свежая капуста есть всегда в магазинах. Так было далеко не всегда. И, конечно же, большую часть года раньше пользовались квашеной капустой. Поэтому сочетание вполне обоснованное. Большое содержание, кстати, витамина С. Так, здесь уже мы пошинковали лук, и сейчас мы будем пассеровать лук, да? Да. Да, мы пассируем лук на растительном масле, и параллельно у нас Лена готовит рыбу, филе рыбы для укладки, собственно, в пирог. Ну, без рыбы мы сегодня, конечно, не могли не обойтись, потому что город Сарапул в переводе означает «желтая рыба». И вообще город стоит на большой красивой реке Каме, для тех, кто не знает. Поэтому рыба для кухни именно этой местности, она являлась одним из таких основных блюд. Нина, насколько я понимаю, что вот этот рецепт, пирог по-сарапульски, он какой-то прототип рецепта пирог по-башенински, да? Да, наш самый известный городской голова. Сохранилась его книга рецептов, и в этой книге рецептов был тоже вот этот рецепт сарапульского пирога с квашеной капустой. Но там был просто царский пирог, он выпекался с 3 видами рыбы: осетр, стерлядь и судак. Конечно, это абсолютно роскошный пирог, но в остальных домах делали пироги попроще. В принципе, использовалась любая речная рыба. Основной принцип – это квашеная капуста и рыба. Добавляется еще лук туда же. Квашеную капусту немножко отжимаем, да, Лена? Да, мы ее промываем, отжимаем. А запах какой пошел, господа? То есть пирог по-сарапульски 2 вида рыбы. Если хотите сделать по-башенински, прямо как в купеческих домах, используйте 3 вида рыбы. Благородные рыбы. Благородные. Расцвет дореволюционного Сарапула связан с деятельностью городского головы, купца первой гильдии Павла Башенина. При нем были вымощены центральные улицы города, установлены фонари, построен капитальный водопровод и электростанция. Именно Башенин планировал построить в городе народный театр и университет. Какое тесто мы используем для этого пирога? Тесто обычное дрожжевое. Вообще он вкуснее, если капуста будет вот прям квашеная, ядреная. Не малосольная, не соленая, а именно квашеная, ядреная капуста, вот бочковая. Да. Капуста должна быть аль денте. Да. То есть она не должна свариться, она должна похрустывать. Угу. Так, что мы будем делать с рыбой? Добавляем сюда же. Все, то есть рыба уже никакой обработке тепловой не подвергается, ничего. Специи традиционные, я смотрю. Все очень, с одной стороны, просто, но с другой стороны, интересно. Ага. Так, замечательно. Сейчас будем подкатывать тесто для нашего пирога.
Что еще интересного в Сарапуле можно попробовать? Из традиционных блюд это пельмени со щукой. То есть их у нас делают в большинстве ресторанов и кулинарий. И это действительно волшебно, потому что пельмени со щукой – это щука, это, как правило, свиное сало, это, как правило, лук. То есть такое тоже очень зимнее, очень сытное блюдо – пельмени со щукой. Ну что, начиняем наш пирог? Да, начиняем пирог начинкой. Она как раз у нас чуть-чуть подостыла. Давай, мне кажется, даже рыбка уже источает тоже аромат, потому что попала в эту горячую капустку. Такое прекрасное соседство у нее получилось. Вы знаете, в этом пироге очень хорошо работает сом. Сама как рыбу не все любят, потому что мясо у него достаточно жирное и отдает, все-таки это донная рыба. Но вот в этом пироге сом работает идеально, потому что как раз жирная рыба с квашеной капустой идеально сочетается. И мало того, тот вот привкус и запах сома, который не все любят, он здесь абсолютно нивелируется, опять же, капустой и жареным луком. Так, я смотрю, мы уже собираем наш пирог. Елена красиво очень заворачивает борта нашего пирога. И далее все, я так понимаю, по классике, да? Нужно будет вверх смазать. Смазать лизоном смазываем. Лизон – это запекся яйцо красиво. Яйцо с водичкой. с водичкой. Так, в нескольких местах протыкаем, да? Да? Чтобы он равномерно испекся. Ну вы только посмотрите, какая красота получилась. Очень много действительно названий, заимствованных из французской кухни, но у нас сегодня русская кухня. Но у нас сегодня русская кухня, поэтому взбитым яйцом мы смазываем верхнюю крышку пирога. На сколько минут мы отправляем в печь? Минут на 40, температура 180 градусов. Наш пирог будет готов. Лена, что мы сейчас будем готовить? Мы сейчас будем готовить кундюмы. Первый раз слышу такое название. Скажите, это первое или второе блюдо? Ну, наверное, это и первое, и второе в раз, потому что, вообще говоря, в русской кухне, да, первое и второе – это такая история, это уже мы позже разделили, первое и второе. Это такие маленькие пирожки из пресного теста, которые подаются с бульоном. То есть это однозначно нельзя назвать ни первым, ни вторым блюдом. Это еда. Но вкусное. Но вкусная и необычная. В ней, собственно, начинка в ней достаточно привычная и понятная для русской кухни. Это гречка с жареными грибами и жареным луком. Необычная в кундюмах тесто и подача. Вот тесто мы, наверное, сейчас и покажем, как сделать. покажем. Да? Ну, кстати, начинка тоже не совсем обычная. Я, наверное, первый раз буду пробовать пирожки с гречневой кашей. Да. Ну, давайте все-таки о начинке немножко расскажем, для того, чтобы те, кто захотят повторить этот рецепт, были уверены, что они не ошибутся. Берем грибы, мелко их режем, обжариваем на растительном масле с луком, отвариваем простую кашу и все это перемешиваем. Начинка у нас готовая. Итак, переходим к тесту. Для начала включаем плиту, наливаем воду. Ну, здесь примерно где-то Грамм 300. грамм 300 воды. грамм воды. Вода должна закипеть. А для чего нам понадобится горячая вода? Я такая торопыга, люблю забегать вперед. А у нас будет заварное тесто. То есть тесто должно быть заварное. Да, Понятно. Вообще блюдо идеальное для тех, кто держит пост, например, или для вегетарианцев, потому что мы здесь в тесте не используем даже яйца. Обычно мы привыкли все-таки к пельменному тесту, например, с яйцами. Здесь яиц нет. Зато есть горячее растительное масло. Да. Так, вода у нас закипает. Наливаем туда масло. Сколько масла наливаем? Масло 200 грамм. Воды 300, масла 200. Да. Все. Получилось пол-литра. Я сама люблю готовить разные блюда из теста, но чтобы вот так, кипящая вода и масло. Первый раз вижу такой рецепт. Плиту выключаем и теперь будем замешивать тесто. То есть Сколько муки нам понадобится? Муки 600 грамм. Ну, какое оно красивое всё. получается уже, я Тесто смотрю. у нас готовое. Вот так быстро и просто. Да? Ни соли, ничего не надо. да, заметьте, ни соли, ни перца, ни сахара, ничего. Вода, масло, мука. Лена, вот мы вымесили тесто, оно получилось такое красивое, гладкое, и сейчас мы будем лепить кундюмы. Да.
А вообще, вот, Нина, вы какую-то историю знаете, исторический факт про эти кундюмы? Можно рассказать об этом? Да, вы знаете, вообще, когда мы говорим о том, что это русское классическое блюдо, люди обычно, и гости наши обычно удивляются, потому что никто слова кундюма не слышал. Согласитесь, вы, Лена, тоже его слышите сегодня, наверное, первый раз. Да. С этим связана одна легенда. Когда-то император Павел, вообще кундюмы были очень распространены в России, подавались в том числе к царскому столу, и когда-то император Павел подавился на одном из приемов этим кундюмом. Ну и он закашлялся, забрызгал, к сожалению, окружающих, и очень долго по столице Российской империи ходили анекдоты по этому поводу. И император Павел очень расстраивался, ну и результатом всей этой истории стал указ императорский, который запрещал подавать кундюмы в трактирах и кабаках Российской империи, в том числе их перестали подавать и к царскому столу в том числе. И вот более чем 2 века уже кундюмы вот оказались таким образом Под запретом из-за такой неприятности на балу у императора. У блюд тоже есть забвение. Ну хорошо, что все возвращается, и мы сегодня можем все-таки приготовить эти некогда запрещенные кундюмы. Итак, вот такие получаются у нас аккуратные сочни. Да, начиняем их начинкой. То есть как пельмени. Как обычные пельмени, да. Но форма у них будет не пельменя. Так, внимательно смотрим. В виде треугольничка. Ага, Как треугольник-пирожок. прекрасно. Мне тоже захотелось попробовать Давайте слепить. попробуйте. Начиночки примерно вот столько, я так поняла. Ну так, по-хозяйски, чтобы начинки было много. Смысл понятен, как должен выглядеть этот кундюм. Ну вот, получился. Ага. Сколько на порцию кундюмов надо приготовить? Ну, вообще, несмотря на простые ингредиенты, блюдо получается очень сытным. Да? Грибы, гречка, тесто. То есть, в принципе, 6-7 кундюмов на порцию этого вполне достаточно, чтобы накормить даже мужчину. Вообще хочу сказать, что очень бюджетный рецепт. Очень бюджетный рецепт, при этом очень сытный. В отличие от башенинского пирога. Такие у нас получились кундюмчики. Давайте покажем. И сейчас что мы будем делать с ними? Сейчас их мы будем запекать. В духовке. В духовке. А я думала отваривать. Нет, запекать. Кундюмы сварить нельзя, в тесте нет яиц, и, соответственно, они расползутся. Но подают их с жидкостью, подают их с грибным бульоном уже запеченные, что мы сейчас и сделаем. Сколько мы будем их запекать? Минут 20. Прекрасно. Отправляем в духовку. Готовые кундюмы переложите в горшочки и залейте грибным бульоном. Чтобы было еще вкуснее, добавьте сметану и посыпьте свежим укропом. Пирог по-сарапульски разрезаем на достаточно крупные куски и раскладываем по тарелкам. Рыбу для пирога лучше брать 2 видов – красную и белую, тогда срез пирога получается очень нарядным. Мы говорим огромное спасибо Нине и Елене за помощь в организации съемок и оставляем им на память нашу фирменную кружку с логотипом проекта. Если вы будете в Сарапуле и захотите отведать настоящую русскую кухню, добро пожаловать в гриль-бар «Порт». Здесь по-настоящему вкусно готовят. Приезжайте к нам еще, мы всех ждем в Сарапул в гости. Обязательно. Команда проекта «Удмуртия со вкусом» снова в пути. До скорой встречи!